Ассаламу алейкум, доброй ночи. Уже 2 часа ночи, я получил все доклады от всех командиров и получил от них карты полностью, точки обозначены, задачи ясны, и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная наша работа, не только в Мариуполе, но и всех других населенных пунктах, городах и селах, на Луганск и Донецк, полностью в первую очередь освободим. Такая поставлена задача Верховным Главнокомандующим, нашим дорогим президентом Владимиром Путиным. И потом дальше заберем Киев и все остальные города. У нас цель не забрать города, у нас цель уничтожить этих бандеровцев, нациков, которые и шайтанов, так говорящие на чеченском, называющие себя мусульманами. Дело в том, что Всевышний дал нам большой подарок, собрал их всех вместе. И этот подарок, мы должны как следует использовать, чтобы последующие столетия, не появились те же эти бандеровцы, те же эти шайтаны. Поэтому, есть вопросы у многих людей, что от Киева, отошли, значит, Киев не будут брать, и Россия уступает Украине. Я как пехотинец, как участник всего этого, днем и ночью работаю над всеми направлениями. Мне спасибо президенту и министру обороны, и командующему Национальной гвардии, что мне разрешает этим заниматься. Этому меня заставляет моя религия, это мой народ, который определил на референдуме 23 марта и показал, как они хотят и с кем они хотят жить. Поэтому мой долг защитить суверенное государство России и выполнить любой приказ, любой сложности Верховного Главнокомандующего. Я вас уверяю, ни один шаг не будет сделан назад. Но это тоже непонятка такая случилась, бывает и в военной стратегии и такие моменты, жесть доброй воли, не так поняли, наши так называемые друзья, в кавычках, недруги. Поэтому я всех, которые интересуют судьба проводимой операции, я могу вас уверенно заверить, что, зная позиции, однозначной позиции Верховного Главнокомандующего и вооруженных сил, и всех, если Киев не будет полностью, выполнять все обязательства, которые предлагает наш Верховный Главнокомандующий, на война не остановится. Мы уже их добили, мы их не просто добили, даже кто живой, морально убить есть Азовсталь, там на одном бункере 170 человек ранено, они уже воняют от них, и в разных бункерах они по несколько десятков остались, но мы их на днях добьем. Но когда люди стараются упрекать мои слова, что мы 95-98% забрали, когда говорим Мариуполь, Мариуполь полностью контролирует российскими войсками. Есть этот завод, есть промышленная зона, это 5 километров на 5,
Это же не огромная территория там. И там каждый день работают. Сегодня были очень хорошие результаты. Сегодня были по Попасному хорошие результаты. Лисичанск, там хорошие результаты. Запорожье, хорошие были результаты. И так мы будем продолжать. Поэтому будьте спокойны. Наш президент всегда начатое доводит до логического конца. Поэтому я сегодня должен изучить все моменты, которые завтра должны участвовать наши бойцы совместно с Министерством обороны. И я должен давать согласие определенным силам, и Министерство обороны должны согласовать. Я почему говорю, я должен дать согласовать, потому что я изначально начал разрабатывать стратегию с господином Делимханом, Адом Султановичем, Данилом Мартыновым и всеми командирами. Мы все согласованно принимаем вечером решение, и с утра до идем реализовывать все, что мы намечали. Поэтому украинскому народу я желаю, чтобы они одумались еще раз, чтобы ваши мужи и братья просто, как свиньи, не забирали и отправляли на войну. Мы брали в плен несколько человек, им дали по бутылке воды, и буханку хлеба, и автомат, и говорит, воюй. Отец, сын, и еще втрое мы забрали их. Как вам не стыдно, Вы же 8 лет, получали все, что есть в мире, и деньги, и оружие, и все, А сегодня вы мучаете свой народ. Живой щит, я понимаю, Бучу, который вы там... Да, я слышу, это смешно, до того вы... Вы не люди, Как можно так поступить, как можно так играть на войне? Я прошу еще раз, украинских военнослужащих, СБУ, ВСУ, не знаю, как вас там называют, полиции, клянусь вам, лучше сейчас стать рядом с российским армией, и побыстрее очистить от этих нечистей, вашу прекрасную, красивую государство. Вы видите, что происходит после войны. Киев, не давайте разрушить Киев, Харьков и другие города. Это у вас, в ваших силах, будьте мужчинами, Хотите вы, не хотите, поставлены задачи перед нами, перед верховным командующим, мы на все 100% это выполним, это абсолютно, нету сомнений даже, Я мечтал, чтобы, мой президент мне поставил задачу самую сложную, но это не сложная задача, все равно мне приятно выполнить это. Нам всем приятно, нашим ребятам приятно, что мы можем сегодня хоть как-то отблагодарить за то, что президент навел порядок конституционный у нас в республике, дал волю народу определить свою судьбу самим, и после этого сформировались все ветви власти. Мы сегодня живем в правовом государстве Российской Федерации, и абсолютно у нас столько процветания. Президент всем хочет мира, стабильности, процветания. Он хочет со всеми дружить. Сколько бы эти западные, европейские, они не ввели санкции против России, наш президент сдержанно отвечает, если меня бы спросить, я что сделал бы? Сразу очистил бы Луганск, Донецк, и дальше начал бы работать. Заявил бы, если хоть один наемник будет на Украине, мы даже под тактическую, ядерную,
удар сделать там и по определенным точкам там, и чтобы не шутили с нами. Сами воюют НАТО, Запад, все вместе, да он. Это не шутки, да он. Против России десятки стран воюют, а в поддержку, да он. Конкретно никто даже словом боятся сказать, да он. Это с одной стороны хорошо, да, потому что весь мир увидит, насколько мощная наша Россия, да, и насколько мощный, дальновидный, великий стратег наш президент, и настолько преданная ему армия, да, и его солдаты-пехотинцы, да. И все-таки все равно не хочется, чтобы были смерти детей, женщин, стариков. Одумайтесь, да, станьте рядом. Обратитесь там, военным, там, наведите порядок, там, уже люди умирают с голода, да. Это 21 век, там, кто вам помогает? Вам помогает, там, 20 машин отправили, да, красивые машины, и я сказал ребятам, побыстрее, посмотрите, заберите трофей, там. Очень много джавелинов, милевинов отправляют, мы их забираем, у нас очень много их сейчас тоже. Поэтому все, что новое оружие, это для нас хорошо, мы трофей забираем и против вас используем. Так, но вы друг друга обманываете себя, из этого ничего никогда не получится. Поэтому я, как Рамзан Кадыров, как пехотинец Путина, как воин Аллаха, да он, призываю нормальных людей, мирных жителей, позвать своих мужей домой и обсудить с ними, да, будущее Украины, да, и чтобы они приняли решение, да. Я говорю, я гарантирую, да, я знаю президента, да, я не разговаривал с ним в этом поводу, я гарантирую, что он примет вас и даст шанс вам самим, да, совместно, да, справиться с этими, да, проблемами, да, углубленными, да, проблемами, да, поэтому я за мир, за стабильность, за порядок, ну, не с теми шайтанами, мандарлоги, нацики, как называют себя исламские там муджахиды, вы не исламские муджахиды, мы исламские муджахиды, мы воины Аллаха, да, вы бегаете от нас, да, где мы, вас не появляются, да, нигде не видно, да, вы свои штаны, удостоверения, да, оставляете и бегаете от нас, да. Вот, поэтому работа еще початый край, так что дальше буду работать, и завтра будет хороший результат, да. Работа у нас идет жестко поставлена, да, знаешь, как самые лучшие часы, которые работают, да. Да здравствует Россия, да здравствует наш великий президент Владимир Владимирович Путин. Только вперед, Ахмад, сила, Аллаху Акбар.